После избиения участниц марша за права женщин депутаты парламента Кыргызстана призывают главу МВД уйти в отставку. Президент хранит молчание. Тем временем соцсети взрываются негодованием. Посольство США выступило с резким осуждением произошедшего в Бишкеке. Спецрепортаж с места событий. Не разобравшись ничего, даже не объяснив основания для задержания, сказали мне пошли и закидали в авто. Нефть на мировых рынках рухнула на 30%. Российский рубль, казахстанский тенге резко потеряли в цене. Что будет с другими валютами стран Центральной Азии? Разговор с экспертом. Экономики среднеазиатских стран, да, не связаны, и Россия занимает очень большую долю во внешнеторговом обороте всех стран. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Депутаты парламента и гражданские активисты требуют отставки главы МВД Кыргызстана. Посольство США назвало вчерашний разгон марша за права женщин в Бишкеке позором. В Кыргызстане второй день главной новостью остается сорванный марш солидарности. Кадры, как агрессивные мужчины закидывают девушек яйцами и рвут их плакаты, облетели уже весь мир. Милиция не защитила пострадавших, а задержала их. Впрочем, потом власти это выставили как спасение девушек, а позже еще и отметили хорошую работу правоохранителей. Почему это не так, расскажет Дарья Тимофеева. На этих кадрах четко видно, как группа мужчин, скрывающих свои лица, нападает на участников марша солидарности. За провокаторами не спеша идут милиционеры. Девушки просят их о помощи, правоохранители не реагируют. В пресс-службах МВД и правительства сотрудников позже похвалят. Спасибо, что предотвратили конфликт. Из видео понятно, что никакой конфликт силовики не предотвращали. Чтобы понять, что милиционеры даже не пытались этого сделать, достаточно отмотать запись на полчаса назад. Люди в медицинских масках и балаклавах появились минут за 30 до начала марша. Организаторы хотели узнать их планы. Парни отворачивались. Тогда девушки стали обращаться к представителям милиции. Их тоже вокруг было немало. Тут ребята стоят в масках и неизвестно... Вы тоже стоите. А, да? Да. А если что-то произойдет, с кого спрашивать? Мы разрешение не давали. В смысле не давали? Да. Мы вчера разговаривали и с УВД. С кем? Наша юристка разговаривала. Ну, пойдемте с юристкой поговорим. И с Акимом Свердловского района. В смысле вы разрешение не давали? В смысле? Это наше конституционное право здесь собираться. Хорошо. Но а защищать? Вы сюда пришли кого защищать? Или вы просто здесь гуляете? Я гуляю. А, просто? Да. Собравшиеся продолжили подготовку к шествию. За 5 минут до официального старта по свистку на них ринулась толпа неизвестных. Покажем еще раз, как это было. За 5 минут более 50 участников марша милиция затолкала в автобусы без объяснения причин. Нас пострадавших, не разобравшись ничего, даже не объяснив основания для задержания, сказали мне пошли и закидали в автобус. Врагов там, где их нет, вы ищете. Нас задержали, просто так применяли силы. Хоть один человек из тех, кто на вас напал, был задержан. Нет, милиция задержала только участников марша. Большинство из нападавших спокойно покинули место событий. Проявившие агрессию мужчины были в основном в национальных головных уборах, поэтому многие посчитали, что это представители крайне правых националистов. В прошлом году они также хотели сорвать шествие, и глава позже заявил, что его активисты на женщин не нападали, хоть и против марша. Да, обман это. Обман, прикрываются они под это. А что они на самом деле хотят, на ваш взгляд? На самом деле, в прошлом году они же организовали гей-парад. Ну, так же. Любому простому человеку тут видно. Прикрывается. А мы это не допустим. Власти не могли дать объяснений журналистам, но спустя 10 минут перед прессой появился тот самый прогуливающийся полковник. Заранее уведомить нас, чтобы мы обеспечили их безопасность. Но так как уведомления никто не давал, сами собрались здесь. Ну, я же вас не забрал еще. Понимаете? Вот, а почему я должен их забирать? Потому что они провоцируют. По Конституции каждый кыргызстанец имеет право на мирные собрания, а уведомления о них не носит обязательный характер. Да и девушки просили предотвратить провокацию именно от Антаева. Но в тот момент на ложь замначальника ГУВД многие не обратили внимания. Все ринулись к РУВД, где стали требовать отпустить задержанных. Марша нет, насилия есть! Марша нет, насилия есть! Милиционеры применили силу к журналисту и нескольким участникам акции. Не пускали в здание адвокатов, представителей омбудсмена и Центра по предупреждению пыток.
Он применяет силу, вы применяете силу. Спустя 2,5 часа задержанных начали отпускать. Участники марша предположили, что нападавшие действовали в связке с милицией. Милиция начинает задерживать нас. Вот именно нас, на которых напали. А Корчуров, они им помогали, понимаете? Они им помогали. Вот нас задержали. Среди задержанных ни разу не было вообще одного человека, который бросался этими камнями. Последними здание милиции покинули организаторы митинга. Часть сразу отправились к врачам фиксировать свои травмы. Другие еще раз объяснили, марш был законным. Конституция позволяет, милиция и власти были в курсе. Ограничений в Свердловском районе Бишкека не вводили. Сегодня же прокуратура признала незаконным запрет на проведение митингов в других районах Бишкека. Инициаторы марша и все, кто их поддерживает, намерены вновь собраться во вторник и все же выступить против насилия над женщинами. Дарья Тимофеева, Самат Алышбаев. В настоящее время Азия, Кыргызстан, Бишкек. О ситуации с правами женщин в Кыргызстане и о марше, который так и не состоялся, мы поговорим подробнее. У нас в гостях правозащитница, глава правозащитного движения «Бирдюйна Кыргызстан» Толикан Исмаилова. Госпожа Исмаилова, здравствуйте. Сначала хочу спросить вас, почему в Кыргызстане такое пренебрежительное отношение к женскому полу и порой даже ненавистное? Но я очень четко хочу сказать о том, что мы в трауре сегодня, и мы ожидали, что сегодня состоится чрезвычайное собрание в Совете Безопасности. Почему? Потому что это действительно трагедия, это попраны конституционные права граждан. И, конечно, в день, Международный день солидарности и защиты прав женщин, били девочек и женщин и нападали. И мы считаем, что это была коварная политика правоохранительных органов. Городские власти должны ответить перед законом. Раз в году, 8 марта, женщины и девушки Кыргызстана выходят заявить о своих правах, но в этот раз власти по каким-то надуманным причинам марш запретили. Как вы охарактеризуете действия властей и, в частности, милиции? Нас поражает действия мэрии. Почему? Потому что мы еще помним страшные 2000-е годы, когда мэрия вмешивалась, значит, запрещала митинги, брала на себя обязанности, ответственность не в соответствии с Конституцией. Вместо того, чтобы решать проблемы с воздухом, которые травят горожан, решать насущные проблемы, общественно значимые города, мэрия занимается именно запретами. Поэтому мы считаем, что господин мэр тоже должен ответить. Почему? Потому что в прошлом году, благодаря, значит, переговорам правозащитников, марш состоялся. В этом году, значит, они запретили, играли. И это был коварный сговор между правоохранительными органами и администрациями. И Свердловская администрация, на территории которой произошел вот такой позор, трагедия, когда участники мирного марша были избиты, и они говорили о том, что очень много женщин погибло, начиная с января этого года. Большое количество женщин пострадало в прошлом году. И вот это вот неравенство между мужчинами и женщинами с каждым днем, вот это вот расстояние расширяется. Об этом они хотели сказать. Поэтому очень печально, что мускулинная политика взяла на себя ответственность. Хорошо, вот произошедшее накануне пользователи социальных сетей характеризуют двумя словами – позор и стыд. Все мировые издания написали об этом случае для Кыргызстана, для власти и для мужчин. Это действительно позор и стыд? Я считаю, что это трагедия, это национальная трагедия. И меня поражает, и нас поражает, что бездействие власти до сегодняшнего дня. Мы считаем, что даже завтра не поздно, значит, взять уроки, что произошло, и выработать стратегию. Почему? Потому что если дальше так будет продолжаться, это похоже на соседнюю страну, которая пережила гражданскую войну. Не дай бог, но все к этому идет. Почему? Потому что вот это вот насилие со стороны молодых людей, которых сами власти организовали еще начиная с 2005-2010 года. Это женщины, которые бьют всех подряд. Это молодые люди, которых вырастили в спортклубах. Поэтому это очень опасная ситуация вообще для безопасности страны. Произошедшее в правительстве и парламенте комментирует неохотно. Молчит и президент Сооронбай Жээнбеков. Должен ли глава государства принести извинения своим сестренкам? Так он обычно к девушкам обращается. Я уверена, что господин президент в курсе всех этих событий. Я думаю, что, как заявлен парламентаризм в Кыргызстане, и для нас шок, что парламент, который выстрадан, когда погибли около 100 молодых людей ради того, чтобы пришел этот парламентаризм в Кыргызстан, и эти политические партии позорные, которые сегодня молчат,
И это очень ужасно. Почему? Потому что как раз площадка для того, чтобы политические партии значит, сфокусировались на правах женщин, на правах детей, на правах девочек. Почему? Потому что и домашнее насилие, и рабство женщин, и эксплуатация, торговля женщин, значит, раннее материнство, ранние браки и бесстыдные политики, имея 3, даже 2 жен, играют в политику, и это очень страшно. И вот последние вызовы, это когда в парламенте инициируют 3 законопроекта против пространства для активных граждан. Это свобода объединения сегодня в опасности в Кыргызстане. И мы считаем, что немедленно необходимо созвать заседание Совета Безопасности. Это ключевое требование. Почему? Потому что терпеть так женщины больше не могут. Большое вам спасибо. Я напомню, у нас в студии была глава правозащитного движения «Бирдюйна Кыргызстан» Толикан Исмаилов. Всего доброго. Разгон мирной демонстрации ожидаемо взорвал социальные сети Кыргызстана. Почти сразу зародились мемы, а кадры задержания участниц марша опубликовали все мировые издания. Все самое интересное собрала Аджибек Бигалиева. Вся суть разгона женского марша изображена на этой фотографии, говорят в соцсетях. Удачный кадр разобрали на аватарке и обложке в Фейсбуке. Задержанная девушка несет плакат. 8 марта не праздник весны, а день борьбы за права женщин. Те, кто не смог поучаствовать в марше, решили поздравить с 8 марта президента Сооронбая Жээнбекова. На забор административного здания пользователи соцсетей привязали воздушные шары. Хотели поздравить на марше борцов за права, но приходится поздравлять других. Сооронбай Шарипович, с праздником! Оставайтесь таким же милым и хорошо причесанным. Желаем простого президентского счастья. Суды, мэрия, милиция, прокуратура традиционно в перетягивании одеяла остаются ширмами. У официальных институтов нет своей позиции, не может быть. Что им скажут, то и сделают. Глава государства сам не определился. Вчера ястребы во власти опозорили страну на весь мир. Вчера маскулинная группировка в масках вкупе с милиционерами продемонстрировали на весь мир лицо мужчин Кыргызстана. Вот так теперь мировое сообщество будет воспринимать мужчин нашей страны. Ничего драматичного в разгоне мирной демонстрации за права женщин не видят чиновники, милиция и большинство депутатов. Вот что пишет глава пресс-службы ГУВД Бишкека Улан Джумаков. Весь праздник испортили. Только с супругой и дочерьми собирались погулять по городу, и на тебе. Честно, так неприятно. Можно же было в этот праздничный день нормально отметить. Поздравить своих родных и близких женщин с Международным женским днем. Милиционеров поддержала и депутат парламента страны Джилдыз Мусабекова. Об этом она написала у себя в Фейсбуке. Очень правильно. Надоели эти геи, которые превращают праздник в беспорядок. Правильно сделали, что их разогнали. Теперь надо их выгнать из страны. И, пожалуй, самый скандальный пост в соцсетях. Сначала написал, а потом удалил советник министра культуры Кыргызстана. Сегодня на митинге не было видно кыргызских девушек. Власть официально начала делить людей на своих и чужих, еще и по национальному признаку. Напомните ему, что все мы граждане Кыргызстана, независимо от того, кыргызы мы или нет. Фашизм так и зарождался. В это же время по всем интернет-площадкам гуляют отредактированные в фотошопе кадры с марша женщин. Надписи вроде «Мы против насилия» заменили на разные провокационные лозунги. Понять, оригинал это или коллаж с первого раза совсем непросто. Аджибек Бигалиев, Азат Интумаков. Настоящее время. Азия. Бишкек, Кыргызстан. К другим темам. В Иране из-за коронавирусной эпидемии из тюрем освободили почти 70 тысяч заключенных, а Италия по числу зараженных почти обогнала Южную Корею. Последние новости по теме у Акрама Абдукахора. Вот так сейчас выглядят традиционно шумные и многолюдные улицы Вероны. Железнодорожное сообщение остановлено, въезд и выезд только по спецпропускам. Итальянское правительство ввело режим карантина в 15 северных областях республики. В этих регионах живет примерно 16 миллионов человек. Это четверть населения Италии. Власти пошли на крайние меры после двухнедельной безуспешной борьбы с коронавирусом. Накануне в Италии было зафиксировано рекордное число инфицированных – 1492. Общее число зараженных приближается к 7,5 тысячам. Эпидемия вынудила понтифика нарушить многовековую традицию. Свое еженедельное обращение Папа Римский сделал с помощью видеотрансляции. Молитва «Я близок к людям, которые страдают из-за нынешней эпидемии коронавируса, и ко всем, кто проходит лечение. Я присоединяюсь к моим братьям-епископам, призывая верующих пережить этот сложный момент силой веры, ясностью надежды и усердием милосердия.
На фоне быстрого распространения COVID-19 по миру из Южной Кореи сегодня пришли хорошие новости. По данным властей, эпидемия коронавируса пошла на спад. За неполные 2 недели суточное количество инфицированных снизилось с 900 до почти 250. Также в Южной Корее статистика смертности среди заразившихся самая низкая среди всех стран. У нас большое количество инфицированных среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. Это фактор Синчхонджи. Члены этой секты довольно молодые люди. В этой категории больных смертность наиболее низкая. Тем временем Всемирная организация здравоохранения сегодня сообщила об обнаружении коронавируса в более чем 100 странах мира. Общее число инфицированных составляет более 110 тысяч человек. Китайские эксперты из Госкомитета по делам здравоохранения, в свою очередь, спрогнозировали распространение коронавируса по меньшей мере до июня этого года. Стоимость нефти марки Brent сегодня упала более чем на 30%, на $14. Баррель теперь стоит $30. Нефтяной кризис ударил по Казахстану. Нацвалюта резко обвалилась. Опасаясь очередной девальвации, граждане ринулись в обменники. В ситуацию пришлось вмешаться даже президенту. Все подробности у Ернура Дожжанова. Все внимание казахстанцев сегодня было приковано к обменникам. С раннего утра доллар начал стремительно расти в цене и остановился на отметке 400 тенге. Хотя на выходных американская валюта зафиксировалась на 382 тенге. Это вызвало немалый ажиотаж среди населения. Люди немедленно побежали скупать валюту. Шок. Я вот пришел, посмотрел. Для меня это шок, конечно. Все люди пошли покупать продукты. Бабушки у нас, я как бы руковожу, не то что инициирую университет 3-го возраста, и все в панике. Получил зарплату, сразу менять на доллары и на евро. Вот и все, это единственный способ спастись. Вот и все. Народ всегда будет в проигрыше. Ну, наверное, что-то будет, это же неспроста все. Не знаю даже, что такое случилось. Вчера вроде нормально было, я проезжала, смотрела, неспокойно приезжаю, такой ажиотаж. Правда, приобрести заветные доллары удалось не всем. Уже к обеду в обменниках перестали продавать американскую валюту. Такой резкий обвал тенге и понижение цен на нефть заставили президента страны провести экстренное совещание. Позже правительство страны и Национальный банк сделали совместное обращение. В нем говорится, как государство планирует избежать экономического кризиса. Будут приняты меры по сокращению неприоритетных бюджетных расходов. Правительство и местные исполнительные органы особое внимание будут уделять предотвращению необоснованного роста цен, особенно на социально значимые товары и услуги. Будет обеспечен жесткий контроль за соблюдением трудовых прав граждан, включая недопущение сохранения численности работников и обеспечение своевременной выплаты заработной платы. Чтобы укрепить тенге, Нацбанк намерен провести интервенции на валютном рынке. Кроме того, в планах повышение базовой ставки. По мнению экономистов, государство даже прибегнет к средствам Нацфонда. Бюджет Казахстана сформирован при цене на нефть $55 за баррель. Там есть оптимистический сценарий $65 за баррель, есть пессимистический $45 за баррель. То есть $30 за баррель вообще не предусматривался там. И в этих условиях однозначно, чтобы как-то возместить то сокращение налогооблагаемой базы, которое будет идти следствием снижения цен на нефть, придется в любом случае тратить деньги из Нацфонда. Порядка, по моим оценкам, это где-то от 3 до 5 миллиардов долларов. Сегодня в стране праздничный день, поэтому ситуация на рынке должна проясниться только завтра, говорят эксперты. Определить точный рыночный курс нацвалюты можно после открытия торгов на фондовой бирже. Ернур Дошанов, Ганизат Оспанов. Настоящее время. Азия. Казахстан. Как обвал российского рубля отразится на валютах стран Центральной Азии? Об этом я спросил директора Института стратегического анализа Игоря Николаева. Господин Николаев, вот прежде всего объясните нашим телезрителям, пожалуйста, почему упал рубль и сколько такая тенденция может продолжаться и до какой отметки может просесть российская валюта? Рубль упал, потому что, извините, он должен был упасть в условиях, когда падают мировые цены на нефть. Конечно, хотелось бы, чтобы он не падал, но чудес не бывает. Если экономика сырьевая, а она по-прежнему, российская экономика сырьевая, и по-прежнему она критично зависит от того, что происходит с ценами на нефть, и устойчивость рубля от этого зависит. Поэтому, когда падают мировые цены на нефть, то, конечно, рубль падает. К сожалению, здесь взаимосвязь достаточно жесткая, что и проявилось. Как только сильно упали цены на нефть, рубль тоже покатился вниз.
Как вы думаете, в Казахстане тенге упал, долларов в обменниках просто нет. В Кыргызстане сом пока стоит на прежних позициях. А какое воздействие падение нефти и ослабление рубля в России может оказать на центральноазиатские страны? Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Ну, тут, что касается тенге, то тут взаимосвязь даже больше, опять же, не с тем, что происходит в России. Казахстанская экономика тоже достаточно сильно зависит от того, что происходит с мировыми ценами на нефть. Тоже сырьевая экономика, тоже добывает много нефти, поэтому и здесь взаимосвязь такая же, как и в России. Как только падают мировые цены на нефть, так и тенге оказывается под давлением. С валютами других азиатских стран, среднеазиатских стран, взаимосвязь не такая жесткая. Собственно говоря, то, что происходит на рынках, это пока подтверждает. Но это не значит, что рынки, что эти валюты, они могут быть спокойными, правительства этих стран могут быть спокойными, потому что все-таки все развивающиеся экономики в такой период находятся под давлением. И, соответственно, а что такое развивающаяся экономика под давлением? Это валюты этих экономик находятся под давлением. Когда все падает, тогда инвесторы стараются выйти из рискованных валют, из рискованных активов. Поэтому в большей степени это ощущает на себе сырьевые валюты, такие как рубль, как тенге. Но и, в принципе, и другие валюты тоже, естественно, находятся под давлением. Особенно с учетом того, что экономики среднеазиатских стран, они теснейшим образом связаны и с экономикой Казахстана, и с экономикой России. Так что они тоже будут под давлением, и, конечно, ослабление этих валют наиболее вероятный прогноз. Вот, кстати, об этом давайте немножко подробнее поговорим. Насколько сильно Россия вообще влияет на экономическую и финансовую ситуацию в Центральной Азии? То есть, если в России кризис, то он неминуемо настанет и в Азии, или у государств региона есть шанс его избежать? А экономики среднеазиатских стран, да, они связаны, и Россия занимает очень большую долю во внешнеторговом обороте всех стран. А внешнеторговый оборот, он как лакмусовая бумажка, он проявляет на самом деле весь тот негатив, который происходит во времена экономического кризиса. Поэтому по-прежнему тесно связаны, и это значит, что по-прежнему вот этот кризис, который расходится, и это влияние не только России. В целом у нас сейчас, мы можем констатировать, мировая экономическая рецессия началась. И здесь чудес не бывает, что кто-то будет совсем в шоколаде. Тут вопрос только в том, у кого будут больше издержки, у кого меньше. Сегодня на нашем канале очередная серия программы «Азия-360». Дилет Бектурсунов расскажет о золотом руне Бухары, ценном каракульском мехе. Нас занесло в пустыню Каракуля. Это Узбекистан. И это родина вот этих вот знаменитых каракульских овечек, из которых, собственно, шьют знаменитые каракулевые шубы. Наш новый выпуск программы «Азия-360» будет посвящена именно этой теме. Смотрите нас на канале «Настоящее время». «Азию-360» вы сможете посмотреть сегодня на нашем канале в 23:30 по времени Бишкека и Нур-Султана, в 20:30 по Москве и в 19:30 по киевскому времени. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Спросили, как наша улица? От Березки до нашего. Здрасте, прогульнулись, ребят? Вот какой у нас адрес. Никто не знал, что квартиры служебные. Шли работать сюда, все за квартиру. И вот сейчас теперь вся надежда, если только вот муниципалитет заберет нас. А так, не знаю. Ну, такая героиня, как Айшат, мне кажется, она женщинам нужна и сейчас, и тогда. Сейчас, мне кажется, даже еще больше нужна была бы.
то время, когда появилась клиника Айшат, жизнь горяна, конечно, была намного тяжелее. Тогда не было ни элементарных коммуникаций в горах. С родника носили воду женщины по 2 километра, по 3 километра. Когда человек свободный, когда человек образованный, это самый счастливый человек. А что значит быть свободным? Это значит почувствовать себя